ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В минувший четверг в Доме культуры Яриги прошла рабочая встреча мэра с населением поселка. Последний день октября тут решили посвятить насущным проблемам. Их у ярикжан, как оказалось, немало. Одна из первых – отопление. Как мы помним, этой части муниципалитета в начале отопительного сезона, мягко говоря, не повезло. Тепловая компания задолжала владельцу котельной кругленькую сумму. В итоге ярикжане получили тепло едва ли не последними в Ухтинском округе. Магомед Османов пообещал, что такое случилось в последний раз. Я планирую, что у нас следующий год, как таковой, допустим, вот промежуток между тем, кто производит тепло котельное, и вами, не будет этого промежутка, то есть будет единая теплоснабжающая организация. Также было озвучено. Представители НШУ заявили, что хотят закрыть свою котельную, но рисков остаться без тепла планируют избежать. Т плюс котельная, которая у вас в поселке, там они будут за счет собственных средств увеличивать мощности, ставя дополнительный котел. Мы вместе с НШУ предполагаем, что построим теплотрассу длиной километров 200 метров, и полностью весь поселок уже будет питаться именно от котельной Т+. Прозвучал и вопрос о качестве водопроводной воды. В период с 25 по 27 октября из кранов у ярикжан текла грязная вода. Оказалось, что проблема была связана с задержкой доставки кальцинированной соды. Об этом отчиталась директор водоканала. Как заверила Татьяна Филиппова, всем будет сделан перерасчет. Как было в августе. Собравшиеся возмутились. Его не было. Перерасчеты есть по всем обратившимся и по тем домам, с которых обращаются. А почему должны обращаться? Послушайте, пожалуйста, перерасчеты в соответствии с правилами делаются согласно тем, кто обратился. Но мы не берем квартиры, мы берем дома. Озвученная информация вызвала у жителей бурю негодования. Во-первых, о данных правилах никто не знал, а во-вторых, к чему заявление от каждого дома, если доподлинно известно, цветную воду получал весь поселок. Мэр с жителями согласился, попросив водоканал автоматически всем пересчитать выставленные суммы за 10 дней августа и 3 дня октября. Также Магомед Османов прокомментировал переселение из ветхого и аварийного жилья, конкретно из дома на Пушкина 2. Пушкина 2 будет сноситься, на этом месте находится еще дом, у вас 8-квартирный дом. Оттуда 6 мы предоставляем на Лермонтова 12, 2 пока мы по коммерческому найму снимаем квартиры. А потом, вот, который напротив Пушкина 2 строится дом, построился, вот там мы еще покупаем 4 квартиры. 2 квартиры для мира и 2 квартиры для вашего дома. Решили на собрании адресные проблемы. Так, одна из пришедших на встречу пожаловалась на бездействие структур ЖКХ по поводу протекающей в подвал канализации. Запах стоит, аж глаза режет, призналась женщина, а никто ничего не хочет делать. Вот эту трубу пробили, пиши заявление, как труба называется, стояк, написала стояк, они мне говорят, это не стояк, это лежак. Да хрен на него, что он лежак, главное, он течет. Эмоциональное выступление жительницы Первомайска 15 дало свои плоды моментально. Адрес мы записали, буквально завтра приедут к вам. Вот я вам обещаю, завтра приедут к вам с водоканала люди, и приедут не просто слесаря, а приедут люди, которые будут решать на месте вопрос. Мэр попросил у жительницы ровно сутки, чтобы провести работы на ее адресе и получить отчет.